У тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья, как я. Здесь то же самое, только еще ближе и еще больше криминогенную ситуацию создают они. Исследования, где будут точности до миллиметра установлен непосредственно разрыв. На самом деле это все творится и до 4, и до 5, и до 6 утра. Мы продолжим нашу работу совместную, то есть не сегодня, так завтра, послезавтра и через неделю. Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис «Мониторинг проблем» — удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Мы находимся внутри машины и не просто так, потому что мы приехали на адрес Лермонтова 31/1А в алкобар «Мафия» и с админ-комиссией и с МЧС, правильно? С МЧС, для того, чтобы зафиксировать нарушение. Но почему-то сегодня бар не работает, двери закрыты в связи с траурными событиями. И мы сейчас решили посидеть немножко в машине, и многие говорят, что откроется в 4 часа, и посмотрим, что будет дальше. Аптека была, по идее, здание оформлено под аптеку, по документам. Это двухэтажное, отдельно стоящее здание. Да, это социальная аптека, социальный объект, аптека, а на самом деле он... Почему-то трансформировался под алкобар. Да, и там вообще пьют, гуляют, мешают спать. Дерутся. Но и... тебя здесь ночью не встретишь. Нет. В первую очередь, тот дискомфорт, который доставляет сама деятельность этого бара. Ну, понятное дело, вплотную. Ты представь, вот помнишь, ты сама говорила, как у тебя возле дома был парадокс? Да. Здесь то же самое, только еще ближе и еще больше криминогенную ситуацию создают они. Ну, естественно, они боятся, что пожар будет действительно здесь вот, а не заедешь. С этой стороны, с этой стороны. То есть к самому зданию заехать-то можно, если в нем пожар будет, а если в доме будет пожар? В свете последних событий в Кемерово это очень такой актуальный вопрос. Жители домов рядом стоящих постоянно жалуются о том, что ночью крики, драки, не очень трезвых, а может быть даже очень пьяных людей, и это их тревожит. Поэтому они тоже обратились в городской портал OneClick. Эта заявка была принята, и поэтому мы сейчас находимся здесь. По противопожарному разрыву в настоящее время отделом надзорной деятельности будет повторно будет проведено обследование, где будут точности до миллиметра установлен непосредственно разрыв. А что касается отдела надзорной деятельности и в части налоговой инспекции, также Роспотребнадзора, мы не смогли надлежащим образом провести обследование ввиду того, что сегодня, на настоящее время, мы не смогли попасть внутрь, так как данный ресторан, то есть пив-бар «Мафия» закрыт. А вы работаете здесь? Да. А кем работаете? Я просто барменом. Барменом? А у вас есть ключи от этого здания? Есть у него ключи. Откройте, пожалуйста. Вы вот только что закрыли. Да. Откройте. Мы можем пройти? Добрый день, сегодня 4 апреля, мы находимся возле бар «Мафия». Мы приехали уже во второй раз и не можем войти. Представитель этого бара находится рядом возле входа. В прошлый раз мы не могли попасть, потому что были двери закрыты. На этот раз мы попали, но быстренько двери закрыли на ключ и сейчас нас не впускают. Не видишь, что ушел в крови? Ну тогда мы будем незаконно проникать со второго этажа. Нельзя уже. Это же собственность. Представитель бара «Мафия» молча разговаривал по телефону, ушел и так и не открыв дверь нам. Поэтому мы не смогли войти вовнутрь, посмотреть, что и для чего. Объясните, пожалуйста. Да, вот мы сегодня находимся, получается, по адресу Лермонтова 31/А. Буквально где-то полчаса назад я зафиксировал то, что этот бар работал, начал наблюдать, получается, но представители бара, видимо, меня через видеонаблюдение увидели, соответственно, и начали закрывать данный бар. То есть вышел, получается, вот этот молодой человек по имени Павел, который у нас будет в сюжете, соответственно, и 2 девушки. Я успел, получается, его остановить.
сказал ему, получается, открывай бар. И как раз вовремя подъехали, получается, представители налоговой инспекции и окружной администрации. Ну, соответственно, молодой человек повел себя как-то неадекватно. Я считаю, что такое поведение — это вообще полностью игнорирование окружной администрации, комиссии города Якутска, и мнение общественности, получается, да, то есть крайнее противодействие и наплевательское отношение ко всему. Мы, жители дома Лермонтова 31/1, вот ужасно страдаем просто от такого соседства с этим алкобаром. Они открылись примерно месяц назад и, в общем, творят все что угодно. Работают в неположенные часы. У них указано, что они работают до полуночи. На самом деле это все творится и до 4, и до 5, и до 6 утра. Посетители тут собираются в толпы, курят, матерятся, ужасно совершенно себя ведут. Они устраивают драки, ор, то есть тут постоянно стоит шум. Сами понимаете, сейчас теплеет, мы окна открываем, просто невозможно слышать все это. У меня дети тем более, да, и такой стоит гвалт, шум. Здесь бывают и биологические отходы, скажем так, то есть от посетителей, да, и музыка шумит. Я сама лично обращалась в полицию, вызывала полицию, приезжали, но делать им ничего не могли, приняли заявку, составили заявление, передали участковому, все как полагается. Но, к сожалению, вот повлиять на это никак не могут. Мы ужасно страдаем от такого соседства, от этого шума, и, то есть это невозможно. У нас рядом дом художника, у нас рядом школа, у нас детская площадка. Никогда такого не было, чтобы в этом районе такое... Да, у них было неофициальное открытие. Я их видела в Инстаграме, их нашла. У них было неофициальное открытие в конце февраля, а потом официальное. Вот это было в начале марта, где-то так. 3 что ли или 4 марта. Тут вообще был просто ужас. У них была живая музыка, и уснуть не было невозможно даже с закрытыми окнами. То есть вот эти вот барабаны, там басы, да, и все это стучало по мозгам. Мы не высыпаемся элементарно. И вот за этот месяц мы уже совершенно вообще все просто воем от того, что они творят. Понимаешь, рейды города Якутска. Что у вас сегодня не рабочий день, да? Здравствуйте. Когда нас не спросили, убежали. А кто здесь администратор? Тут уже молодой человек ходил. А вот вы. Вы не работаете? Кто вообще здесь за что-нибудь отвечает? Да, они сразу на никто не здесь еще просто здесь находимся. Здесь нету бармена, официант, администратора. Как это нет? В А каждом он, заведении когда есть администратор. вы же с 8 часов открываетесь, да? Ну кто-то старше же приходит сюда. И вот мы втроем за смену. Втроем это кто? Кадянчик, бармен. Янчик, бармен, все, да? Вы мне можете чек дать? Вы бармен же, да? Да. Ага, можете. Вы можете чек дать? Кассовый чек. Если у них программу ГИС проходит. да, походу, ранее проверяли, алкоголь регулируем, да, официально открытие. А кассовый аппарат есть у вас? Чек? Да. Можно мне покажите, пожалуйста, кассовый аппарат, если я хочу сейчас приобрести у вас, например, сок. Продайте мне кока-колу, грубо говоря. Кассовый аппарат есть у вас? У нас только карточка такого начался и все. А вот у вас на стенде вот стоят крепкие горячительные напитки. Это что? Нет, это просто муляж, так что. Муляж? Да. Дизайн, да? Да, что такое. Все. Там внутри что содержится? Внутри? Тут пусто вот. Спиртные напитки? Нет. Стоп, тут просто вода, если не верить. Извините, пожалуйста, продайте, пожалуйста, мне кока-колу. Можно? Да. У меня как-то будет. Наличка есть туда? Нет, да, можно По мобильной банку? терминально, да. Ну, вы же показали только что аппарат. Тут у нас Wi-Fi пока нету, да? У нас только можно по мобильному банку это можно.
А сколько стоит у вас кока-кола? 100 рублей стоит. 100 рублей. Можно мне туда кока-колу? Все, да, я могу идти? Спасибо. Пожалуйста, вот, пожалуйста, сейчас осуществилось правонарушение именно в части того, что некоторые потребители не выдали кассовый чек об оплате. Соответственно, сейчас у нас специалисты налоговой присутствуют. Сейчас будут принимать меры административного принуждения в отношении гражданина, продавца, который продал данный товар без соответствующих документов, то есть без товарно-кассового чека. Сегодня 6 апреля мы наконец-то с третьей попытки попали внутрь в бар «Мафия». Здесь были 3 сотрудника, как они говорят, кальянчик, бармен и хостес. Вот. Мы зафиксировали о том, что человек купил кока-колу, и ему не выдали кассовый чек. Сейчас зафиксировали это все. Также здесь находятся жители рядом стоящего дома, и они жалуются, показывают видео, где зафиксированы драки, где очень шумная музыка. И сейчас мы у них спросим, как живется с такими соседями. Это было где-то в 4:30 утра где-то. То есть достаточно хорошо слышно все. Выходит, один писает, он сзади стоит, видно. Они блюют тут. Они что только не делают, эти посетители. А к ним обращаться-то какой толк, посмотрите. Что они сделали? Вот такие вот крики каждую ночь. 3-4 утра, в 6 утра. Самый сон как раз. Бывает по 3 раза за ночь просыпаешься. Вот это. А музыку вы не слышите, да? Ну, музыка бывает иногда, но не так много. Я, наверное, в первом этаже. У меня прям слышно в комнате у ребенка там дын-дын-дын. Так, да, слышно прям. Мешают они спать именно с часа ночи до полседьмого утра. Конкретно. Вот. По 3 раза за ночь просыпаешься, потому что посетители выпьют, шумят, смеются, громко разговаривают. Машины вот эти вот, которые подъезжают, клиентов забирают, сигналят постоянно. То есть от этого даже просыпаешься. Очень много машин приезжает. Очень много посетителей, которые не обращают внимания на жалобы. Допустим, вот я, например, сама лично кричала в окошко: «Извините», и опять шумят, смеются, разговаривают громко. Не могу сказать, что каждую ночь, потому что я ставлю музыку фоновую, чтобы не слышать вот этих звуков посторонних. Потому что каждую ночь это нереально не высыпаться. А работают они каждый день и шумят они также каждый день. Хотелось бы, чтобы приняли меры и убрали вот этот бар. Или хотя бы регламентировали работу данного бара, потому что они нарушают наши права, они не дают нам спать. Крики, маты, подъезжают машины, постоянно шумят, музыка с машин тоже так же, сигналят. Это происходит почти каждую ночь. Дома маленькие дети, они просыпаются постоянно, не высыпаются. Добрый вечер, вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 8. С вами Марика Амосова. Мы сделали немножко рембрейдинг, теперь будем выходить на Россию. Вот это поворот! В административной комиссии был организован мониторинг, то есть обследование данного заведения, именно непосредственно бара «Мафия». Соответственно, административной комиссии сейчас будет запрошен данный материал, где мы возбудим административное дело по части 1 статьи 3.5 Кодекса об административном правонарушении Республики Саха-Якутия, где административный штраф грозит до 250 тысяч рублей. Помимо этого, административной комиссии также были возбуждены 2 административных дела по части 1 статьи 6.12 Кодекса административного правонарушения Республики Саха-Якутия, а именно нарушение правил благоустройства в части того, что при проверке также тут рядом стоит с данным заведением санитарная точка. Санитарная точка была не в удовлетворительном состоянии. И также
на скатной крыше был скоплен снег, где, соответственно, своевременно не предпринимаются никакие меры по очистке, хотя у нас уже действует распоряжение о трехмесячнике по санитарной очистке. Кроме того, в ходе данного мониторинга была осуществлена покупка, точнее, товара, именно напитка Coca-Cola, да, где должностными лицами налоговой инспекции был зафиксирован данный факт. Именно продавец данного заведения, то есть бармен, продал товар без предоставления каких-то кассовых чеков. Соответственно, это является нарушением Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а именно статьи 14.5 части 2, то есть неприменение контрольно-кассового аппарата. Там административный штраф грозит до 10 тысяч рублей. Помимо этого, также ранее отделом надзорной деятельности МЧС по городу Якутску было проведено тоже обследование данного заведения, так как по требованию прокуратуры была проведена неплановая проверка, именно обследование данного заведения, где выявили 2 нарушения. И также отделом надзорной деятельности приняты меры по данному заведению, по устранению этих нарушений. Кроме того, также мы считаем, что имеются здесь нарушения именно части санитарных норм, части того, что нам не предъявили санитарных книжек, так как все равно мы тут смотрим, что здесь это все-таки это же напитки, да, общепит тут тоже есть, тут и арахис продается и так далее, закуски, да, холодные закуски. Нам сотрудники не предоставили медицинских книжек, кроме того, отсутствует уголок потребителя в данном заведении, кроме того, также по меню есть нарушения, не до конца осведомлен потребитель о предлагаемых товарах. Это является нарушением федерального закона о правах потребителя. И кроме того, у нас имеется один один вход получается именно для самого персонала, а также именно выгрузки того же товара, да, который здесь реализуется. Это тоже является нарушением. И в данном заведении один туалет, он как и для посетителей, так и для работников данного заведения, что является тоже нарушением и представляет угрозу и здоровью граждан, которые будут здесь проводить свое время. Со стороны предпринимателя, конечно, это же не очень хорошо. То есть, когда твой бизнес закрывают, прикрепляя законы, вот, ты вкладываешь в душу, ты открываешь, вносишь туда деньги. Если смотреть со стороны жителей этого дома, которые мамочки, у которых есть дети, которые реально учатся, и они ночью просыпаются из-за таких шумных соседей, тоже не очень хорошо. И здесь и тут можно понять, жалко, и их жалко, и как-то так очень странно. Но законы диктуют, и мы должны их соблюдать. Обращайтесь в городской портал OneClick, если у вас возникли какие-то проблемы и вы не видите никакого решения. Регистрируйтесь, заполняйте заявку, и мы обязательно поможем вам. Вот так вот. А с вами была Марика Амосова.